Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Вот сейчас провожаю внуку в школу и чуть-чуть покажу вам обзор моего села. Приехала у меня внучка Милана, вчера уехала, но сниматься почему-то не захотела. Собирается к матери, ничего толком не взяла, взяла только мед и все. Передавать сестренкам гостиниц. Вещей, говорит, много, тяжело, говорит, мне будет, едет поездом. Поэтому я и не настаивала. Сейчас мы с вами поедем проводить внука. Поехали. Снег у нас во дворе. Елки мои сидят. А внук уже вороту открыл. Молодец. Погода тихая, без ветра, не облачно. Тепло, где-то +6, наверное. А вот здесь гостиница наша. А внизу кафе-бар «Амазонка», где молодые отдыхают. Там можно день рождения справлять. Справа почта остается. А здесь у нас музыкальная школа, куда ходят дети заниматься. А вон там зеленое здание – это управление. А здесь наш Сбербанк. Есть у нас Сельхозбанк, есть у нас Уралсиб. Сейчас я тоже пойду немножко сниму наличку. Сплачиваюсь я везде картой. Иногда нужна будет наличка. Вот здесь наша администрация. Чистота, порядок, уютно. Вон напротив здания Уралсиб. А вот здесь у нас музей. Здесь на стене висит карточка моего отца. Здесь есть фотографии погибших, участников Великой Отечественной войны. Как-нибудь я вам покажу. Придем с детьми. А вот здесь в центре у нас Россельхозбанк. Там стройхозтовары. Здесь магазин. Вон там Магнит. А здесь Стройград. Здесь очень много строительных материалов. Памятник Ленина. Памятник стоял около Дом культуры раньше. Потом почему-то сюда перевели. Здесь ухаживают, цветы сажают. Летом будет красота. Здесь у нас казначейство. Дальше Росгострах. Библиотека. Большая, двухэтажная. Вон там сзади мечеть. А здесь кафе «Совой». Здесь на первом этаже и на втором этаже места. Здесь справляют свадьбы. Площадь большая. Все интересно. Пограничникам всех поколений. Граница священна и неприкосновенна. Долг, честь, отвага.
Здесь летом очень красиво. Сажают цветы, живых цветов очень много. Сейчас вон елки выросли. Вот здесь список погибших из нашего района. Вечная память погибшим в локальных войнах. Вот сколько ребят молодых у нас погибли. Это только в Афгане. Вот улица Карла Маркса, а здесь мечеть. Здесь внутри очень красиво. У меня Юля с Салаватом здесь никак делали. Внутри красота. Считают азан. Вот мое село с горы. Вон там на горе стройки дальше. Там строятся Юлия и Салават. Сзади деревьев тоже есть дома. Это наше село. Село наше большое. Очень даже большое вон. А вон там за деревьями у нас есть пионерлагерь, где отдыхают летом мои внуки. Вот здесь новостройки. Там тоже у нас есть участок для детей. Красиво, очень даже. Село наше очень красивое, достопримечательности есть. Я еще вам не все показала. Снег пока мало идет. Там лес и дальше дорога моей подружки Турмаева. На днях хочу поехать к ней. Навещу ее, узнаю, как она живет. Так по телефону почти каждый день общаемся. Вот здесь построили церковь лет 5-6 тому назад, по-моему, только. Здесь по воскресеньям идет служба. Батюшка приезжает из Федоровского района. Здесь медресе. Сюда ходят учиться, писать, буквы изучать, молитвы изучать. У меня Кирилл 1 год ходил сюда учиться. Буквы все знает, считать может на арабском. 1 год только учился и все. Больше не учился. Хайр садака мы приносим сюда. Здесь считают молитвы. А здесь отдел полиции. Это все в центре. Аптека Фармленд. Магазины. Это все в центре.
Вчера с Миланой ездили в город, немножко пошопились по магазинам. Купили моему режиссеру телефон, чтобы он снял видео нормально. Называется Xiaomi Redmi Note 9. Сейчас я как раз на этом телефоне снимаю. Смотрите, качество какое будет. Стоит 16 136 рублей. У Миланы накопились большие скидки. И скидку делали в магазине еще нам. Скидка наша была ровно на 7 тысяч. Мне пришлось платить 9136 рублей всего. Вот нам как повезло. Сегодня обзор моего села я вам снимала на этом телефоне. Купила я для себя вот такие перчатки. 36 рублей они стоят. И купила вот такие. Вот эти мне очень понравились. Они стоят 70 с копейками. Перчатки супер чувствительные. Фрекенбок. Вот такие. Если бы я знала, что они такие нежные, мягкие, как шелковые. Они резиновые сами. Я бы еще купила. Вот они какие. А вот такие простые. Они немножко грубоватые, и одевать их плохо. Хотя размеры мелкие. Вот. Я много использую перчаток, потому что маникюр берегу. И купила себе насадку для моей швабры. Для пола. Я не помню, сколько стоит, но 100 с чем-то были они. А у нас поэтому там купила. Запас нужен. Купила себе еще вот такую расческу, барашенку. Я каждый день утром волосы мою и феном укладываю барашенкой. Если я волосы не мою утром, не укладываю, они у меня вот так торчат. А вы знаете, я еще себе купила очень хорошую вещь. Никто не догадается. Но мне мои подписчики как-то замечание сделали. Ну и я такая послушная. Я всегда справляюсь, я свои ошибки исправляю. Сейчас вам покажу, что я себе купила. Вот такую вещь я себе купила. Стоит 2400 с чем-то для рам. Утюг. Не знаю, хороший, не знаю, нет. Паровой. Если забуду я себе убрать утюг включенный, то у меня гореть не будет. Вот такой утюг я себе купила. Ну так-то я не прожигаю ничего. Но все равно мне понравилось. Сейчас я буду учить мальчиков гладить. Поэтому взяла такой утюг. Пусть учатся гладить. Вот такие вещи я купила хорошие. Подскажите, этот утюг хороший, нехороший? Может, у кого-то есть? Леран называется. Гарантия год. Посмотрим, как буду пользоваться. Надеюсь, все будет нормально. На этом я свой маленький влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.